В эти дни в нашей республике завершился региональный трек конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Конкурс этот проводится по всей стране уже 4-й раз. И кто стал призером республиканского этапа, мы узнаем у Василия Павлова, ректора Малой академии наук нашей республики. Василий Климович, доброе утро. Доброе утро. Итак, на днях вы подвели итоги конкурса. Кто стал победителем? Да, это произошло вчера. Мы это сделали в открытом эфире также, да, на нашем YouTube-канале. Было очень интересно, потому что много было участников со стороны наших партнеров. Это разные организации, которые нам помогают. И, соответственно, значит, у нас получились такие 5 победителей. Да? Это Слободчуков Павел. Он из Мигино-Канагаласского улуса, из школы Павловской школы, который сделал замечательную работу по исследованию озер своего, значит, Слега, да, на Слега. И эта работа очень сложная, она была проведена несколько лет, проводилась, начиная там химический анализ всего, да, почвы и воды и прочее, экологический, суссекция так называемых диатомовых водорослей. Ну, очень сложная, но интересная и, скажем, настоящая научная работа. Потом, значит, по направлению современная энергетика у нас победителем стал Лаптев Максим. Это мальчик из города. Он работает у нас часто в Дворце творчества, детского творчества здесь в городе. Да, и он вместе со своими друзьями создал стенд-тренажер для обучения школьников. Микрогрид – это по направлению такой очень интересный, инженерный довольно проект, да, но оценивается у нас индивидуальный вклад участников, и вот по нему эксперты выбрали Лаптева Максима. Мальчик из Сунтар, Кириллов Виталий. Он учится в 10 классе в Сунтарском политехническом лицее-интернате. И он сделал интересную работу по материалам новым. Называется пеносиолит. Это физические свойства, турбодинамические, турбистические, разные материалы. Вот этот материал он сравнивал, использовал. То есть исключительно интересная работа. Он очень эффективно выступил, уверенно, рассказал в очень таком научном стиле, поэтому мне это очень понравилось. Он, значит, представитель из далекого улуса, победил как раз в республиканском треке, что очень для нас отрадно. И второй такой же победитель у нас есть Айтал Амукчана Пахомов. Он из маленькой деревни Ленского района, да, и он сделал очень интересный проект. Он учится в 11 классе, сделал проект, связанный с строительством домов. У него проект двухуровневого дома, где он сравнивает и температурный профиль, и энергетические возможности сохранения тепла в этом доме. То есть очень интересный сам по себе проект. И последняя, Петрова Каролина. Она, значит, уже из Хатасской школы сделала очень интересный такой проект, связанный с тушением мяса. Да? Вот такой инновационный проект «Тушение жеребятин» называется. Да? И она сделала буквально полностью проект в научном стиле таком. Да, и доказала, хотя тема кулинарная. Да, ну, кулинарная тема, но очень интересная в плане того, что измерение полностью в каком состоянии, значит, продукт, да, это уже относится к пищевой науке. Да, это очень сложная и очень важная отрасль науки, да, которой вот как раз этим занималась Каролина. Так что нам очень отрадно, что эти ребята победили. Они получили Петрова Каролина, Виталий Кириллов и Павел Слободчуков. У нас со стороны нашего Министерства образования и науки, значит, приглашение на Всероссийский центр отдыха детей, да, в океан. Это на Черном море, очень известно. А кто поедет в образовательный центр «Сириус» в Сочи? Да, это самый интересный тот, значит, ребята, которые потому что работа довольно сложная. Она идет с каждым, значит, ребенком, который обратился через эту систему, который прошел как раз региональный трек. Региональный трек просто дает доступ, да, возможность того, чтобы победители, призеры могли, значит, туда принять участие в этом финальном отборе. Да, и, соответственно, призеры, может, даже не победители, могут быть приглашены.
Да? И это было уже несколько раз у нас. Да? Например, в 2019 году у нас 6 ребят, многие из них не были победителями, были приглашены в Сириус, где они стали, наоборот, победителями всероссийского финального этапа. Ну, получается, у многих ребят есть шанс попасть в Сириус. Да, есть второй замечательный шанс, и они могут работать напрямую с экспертами Сириуса и попасть на финальный этап, который состоится в июле месяце. А что дает участие уже вот в Сириусе? Участие в Сириусе – это удивительное такое событие, потому что оно довольно продолжительное. Это 24 дня. Плюс 2 дня – это приезд и отъезд, фактически 26 дней. Проводится это в очень замечательном районе, где Олимпийская деревня. Образовательный центр «Сириус» находится на, значит, 4-звездной гостинице «Сириус». Оно прямо находится рядом с морем. Ребята там живут. Потом их отвозят каждое утро 9 часов в так называемый Большой парк культуры и науки. Это бывший медиа-центр Олимпийской деревни на Сочи, где ребята работают уже по группам. Они разделяются. Всего 400 детей бывает там, приглашенных на финальный этап. И эти дети, значит, отбираются от числа 60 тысяч, 70 тысяч участников, да, так сказать, в финальном этапе. И там они работают по 60 направлениям самыми известными и, значит, важными экспертами, учеными в данной области, рука об руку, и делает с ними вместе экспериментальные проекты. И, соответственно, значит, после этого, например, по направлению космической индустрии, инженерии, ребята проводили очень интересные работы с Энергомашем, со всеми ведущими компаниями, которые работают реально в области нашей космической индустрии. И у них был урок с космонавтами, например. Ой, как здорово. Да? После этого они были, значит, приглашены на стажировки в эти компании и получили именные направления в самые важные вузы нашей страны. Ну, это замечательно. Да. Потрясающе просто. Василий Климович, скажите, пожалуйста, а вот этот конкурс «Большие вызовы» чем отличается от научно-практической конференции «Шаг в будущее»? Наша республика, она, в общем, является пионером, да, в проектно-исследовательской деятельности детей, и мы уже 25 лет как проводим, как вы знаете, конкурс, да, очень флагманский такой конкурс, да, так сказать, Индикика Харды, да, имени профессора Ларионова Владимира Петровича. Это проектная деятельность. Фактически выход вот тех ребят, которые стали победителями на нашем республиканском конкурсе Индикика Харды «Шаг в будущее», это и есть выход на федеральный уровень через большие вызовы. То есть фактически большие вызовы стали дополнением существующей нашей флагманской программе, которая фактически участвует большое количество детей, 14 тысяч, 15 тысяч детей каждый год участвует в этом проекте, связанном с большими вызовами, фактически получается, через «Шаг в будущее». Угу. Ну, можно смело сказать, что Малая академия наук стала таким вот образовательным центром. Какие планы у вас на будущее? Какие мероприятия вы думаете провести в ближайшее время? Малая академия наук уже превратилась в региональный центр по работе с одаренными детьми. Фактически мы считаем, что каждый юный исследователь одаренный человек, то есть каждый школьник нашей республики, он одаренный, он должен показать себя, найти вот эту одаренность. Для этого очень просто. Да? Мы создали портал, через который вы можете, ребята, включиться в нашу деятельность. Он называется ЛК-14. Вы заходите туда, заводите свой личный кабинет, открываете его и активно участвуете в наших проектах, разных пишете заявления. Естественно, значит, мы вас всех примем, да, кто вот заявился. И мы осенью этого года открываем официально центр, учебно-лабораторный корпус, который будет у нас основным, значит, действующим местом для регионального центра, который создан по модели Сириус. Естественно, мы в 2022 году еще готовимся к международным интеллектуальным играм, которые пройдут во второй раз у нас в Якутске. Для этого сейчас проводится большая работа.
Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Я поздравляю всех ребят, которые выиграли в республиканском треке конкурса «Большие вызовы». А нашим телезрителям и радиослушателям напоминаю, что мы беседовали с Василием Павловым, ректором Малой академии наук нашей республики, и подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы».